Здравствуйте! 25 января на календаре, день недели вторник. И этим утром, как и всю неделю, впрочем, вместе с вами просыпаемся мы, Катерина Винокурова, Руслан Очиров. Сегодня в нашем эфире вы узнаете, что такое активное долголетие и как даже в пожилом возрасте можно оставаться бодрым, активным и креативным. Наш гость сегодня студент из Египта, расскажет, как он стал студентом Северо-Восточного федерального университета. Также сегодня мы познакомимся с блогерами из Соединенных Штатов Америки. Они расскажут о том, как отважились на путешествие по холодной Якутии и о том, как окунулись в ледяную прорубь. Но мы напоминаем, дорогие друзья, что у нас есть WhatsApp номер, где мы ждем ваши предложения по, может быть, даже сюжетам, а также наша Instagram-страничка. В общем, у нас всегда открыта с вами обратная связь. Но, кстати, хотелось бы отметить, что сегодня большое количество жителей нашей страны празднуют один праздник, который всех объединяет. Да. Он называется Татьянин день. Или День студента. Пользуясь случаем, мы поздравляем всех студентов Якутии с прекрасным, замечательным праздником. А с другими датами знакомимся в нашей ежедневной рубрике. На календаре 25 января, вторник. Сегодня Татьянин день, День студента. Он был официально утвержден указом президента России в 2005 году, а в 2007 году был подписан федеральный закон, и День российского студенчества стал одной из памятных дат России. В этот день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем. По народному календарю Татьянин день еще называли Бабий кут. На Руси так назывался Бабий угол, место у печи, где находились предметы домашней утвари. Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, на дворе стоял морозец, крестьяне ждали хорошего урожая. Этот день в истории. На Руси состоялось первое венчание на царство. Титул царя на Руси появился 25 января 1547 года с венчанием на царство Ивана IV. Торжество прошло в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день 164 года назад свадебный марш Мендельсона получил путевку в жизнь. Он был написан в 1843 году, но широкую известность получил лишь спустя 15 лет, когда английская принцесса Виктория Адельгейт к своему бракосочетанию выбрала два марша. Под один из них свадебный хор из оперы Вагнера «Лоэнгрин» невесту повели к алтарю, а из церкви пара выходила под звуки мелодий из поэмы «Сон в летнюю ночь». С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. 25 января 1919 года открылась первая государственная библиотечная сессия в Советской России, участниками которой стали представители интеллигенции, согласившиеся сотрудничать с советской властью, библиотекари и различные деятели, связанные с библиотечным делом. Также в этот день, в 1924 году, на юго-востоке Франции, в Шамани, открылось международное соревнование под названием «Неделя зимнего спорта». Именно эти соревнования принято считать первыми зимними Олимпийскими играми. На состязания съехались 258 спортсменов из 16 стран. С тех пор проведено уже несколько десятков зимних Олимпийских игр. 73 года назад в этот день впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми». Первая статуэтка была вручена 25 января в Голливудском спортивном клубе. «Эмми» так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах. В этот день родились Иван Шишкин, русский художник-пейзажист, Сомерсет Моэм, английский писатель, прозаик и драматург, Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик, Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политик, государственный деятель, второй президент Грузии, Владимир Высоцкий, советский поэт, композитор, исполнитель, актер, символ эпохи 70-х, Вячеслав Добрынин, советский российский эстрадный певец, композитор, народный артист России, Андрей Ростоцкий, советский российский киноактер, режиссер, каскадер, заслуженный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Галактион, Илья, Макар, Петр и Татьяна.
Из жаркого Египта в холодную Якутию. Студент медицинского института вот уже 2 года грызет гранит науки в Северо-Восточном федеральном университете. О том, как проходит учеба, свободное время, ну и вообще, каково это учиться во время пандемии, об этом сегодня нам расскажет студент 2-го курса медицинского института Северо-Восточного федерального университета Мохаммед Ахмед. Мохаммед с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Давай, я думаю, Да, что ты услышишь нормально наш сейчас. вопрос. Почему ты выбрал именно Северо-Восточный федеральный университет? У меня был выбор поехать в Россию и там учиться, но я именно Якутию сначала не выбрал, но посмотрел, какие университеты из самых лучших университетов в России именно, и выбрал СВФУ и поехал. И мне сказали сначала, что очень холодно, но я хотел сам поехать и посмотреть, как люди там живут. Ну, не страшно было ехать из солнечного, жаркого Египта в холодную, очень холодную республику? Да, конечно, сначала было мне очень страшно, но уже привык, и 2 года живу, и все нормально. Все нормально. Мохаммед, мы сейчас с вами разговариваем, вы очень хорошо владеете русским языком. Скажите, где вы его изучали и специально ли для того, чтобы поехать учиться в Россию? Да, конечно, специально. Я хотел, чтобы я знал русский язык очень хорошо, и чтобы я как бы разговаривал на русском языке, как будто это мой язык родной. Поэтому я хотел сначала поехать в Россию, и я учил русский язык, и здесь я вообще сначала даже ни слова не знал на русском языке. И здесь в СИУФУ есть такое отделение или факультет, называется ФУДОП. Это подготовка для иностранных студентов. Это перед поступлением в факультет или так. И там учился, и там очень хорошо нас учили. Отлично. Я сразу после 3 месяца почти начал разговаривать на русском языке. Да, надо же. Какая хорошая база все-таки, да, и у нашего университета якутского. Мохаммед, Да. твоя учеба выпала на момент пандемии. Расскажи, вот в какие сложности возникают, да, и как проходит вообще обучение? Во время пандемии обучение было по Zoom, онлайн, постоянно, и мы дистанционно учились в основном. И я сам заболел коронавирусом и лежал в больнице и где-то месяц или больше. Ты учишься... Да, и была такие, ситуации у нас. Мохаммед, Сложные ситуации. Ты учишься на медицинском институте. Да, Какое на стоматолога. отделение? Кем ты планируешь стать? Я учусь на стоматолога, я хочу стать стоматологом. А почему выбрал именно эту сферу? Это моя мечта из детства. Мохаммед, скажи, а Мне как нравится. относятся близкие, родственники, которые находятся сейчас в Египте, к тому, что ты учишься настолько далеко? Вообще, ты отправляешь свои зимние фотографии к ним? Как они на это реагируют? Видео, да? Ага. Да, отправляю, они говорят, что у них очень холодно, и на самом-то деле у них где-то плюс 11 или 12, и они говорят, что холодно. Я отправляю мои фотки, ну-ка посмотрите, у нас где минус 40. Мохаммед, не возникает желания И они взять просто в и шоке. сорваться и поехать все-таки к себе обратно? Когда очень Бывает холодные такое дни, да. желание, когда очень холодно в Якутске? Нет, конечно, скучаю по родине, но здесь привык, и мне нравится Якутия в основном. Тихий город, у меня здесь есть и друзья. Конечно, скучаю по родине тоже.
На сегодня День студента. Мы тебя, конечно, поздравляем с этим праздником. Спасибо большое. полноправным, да. Как ты собираешься его отметить? Встретиться с друзьями, наверное, может быть? Да, конечно, надо отмечать с друзьями. Скажи, Куда-то Мохаммед, поехать, а поехать. есть ли в Да. Египте подобный праздник, который отмечают вот только студенты университетов? Ну, нет у нас такого, но мы вместе гуляем, встречаем. Иногда вот такие у нас как-то... Мы сами делаем для себя праздники. Скажи, Мохаммед, а вот именно в Якутске есть еще ли твои земляки, студенты с Египта? Может Да, быть, да, есть. есть? Много? Да, есть. Ну, где-то, да, много, где-то 10 или больше. Скажи, а что ты пробовал из нашей национальной якутской кухни? Строганина или индигирка? Вот что тебе больше нравится? Как тебе наша кухня? Мне нравится оленину. Оленина нравится. Оленина? Мясо. Надо же. Да. Да, но оленина все равно, она на любителя ведь, да? Да. Не все. Здорово. Что ж, Мухаммед, мы тебя поздравляем еще раз с праздником. Желаем тебе, несмотря на сложности, отличной учебы, чтобы ты обязательно стал стоматологом. Спасибо большое. Мохаммед, ты можешь, пользуясь случаем, наверное, поздравить своих однокурсников Спасибо большое. с Татьяниным днем, с Днем студента. Да, передать привет. Спасибо вам большое. Ага. Мохаммед, спасибо. Что ж, вот заговорили мы о студенчестве, какая-то вот ностальгия такая, да? Поймала я ностальгию. У тебя какие, Руслан, самые такие воспоминания из студенчества незабываемые? Ну, вот мы сейчас поговорили со студентом из Египта, с Мухаммедом. Я на самом деле сейчас вспоминаю, как в минус 55 собираешься на первую пару, идешь... С 8 утра. С 8 утра, да, идешь по холоду. Я бы на самом деле бы вот в те дни, наверное, бы в какой-то момент бы и захотел бы побыть на самом деле студентом в Египте. Ну, а в целом, конечно, о студенчестве только самые положительные воспоминания, это, конечно же, и сама учеба, друзья, атмосфера. Также я играл очень активно в КВН. В общем, только одни положительные эмоции. Я знаю, что и ты закончил, Руслан, филологический факультет, и мы вдвоем с тобой закончили отделение журналистики, поэтому давай передадим привет нашему любимому филфаку, всем преподавателям и нашим одногруппникам и однокурсникам. Да, но я, правда, закончил факультет иностранных языков, поэтому тоже передаю всем иностранцам привет. Ну и мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Семьи с 2 и более детьми с этого года освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже старой квартиры или покупке новой в пределах текущего года. Эти и другие нововведения отражены в налоговом кодексе. Например, при продаже недвижимости стоимостью до 1 миллиона рублей или транспорта стоимостью до 250 тысяч отчитываться не обязательно. Льготные изменения касаются и участников долевого строительства. Но есть одно условие. Гражданин, как только приобрел квартиру, сразу должен зарегистрировать и получить выписку из Росреестра. Тогда он получает право на получить вычет за недвижимость. Тем временем с 10 января стартовала декларационная кампания. На сегодняшний день в регионе отчитались о доходах за прошедший год уже более 5000 граждан. Также у нас действует упрощенный порядок налогообложения. То есть данный порядок у нас начал действовать с прошлого года. По упрощенному порядку можно получить инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты. Но тут есть как бы своя особенность в том, что правоотношения должны быть возникнуть только с 1 января 2020 года. В этом случае налогоплательщик не представляет налоговую декларацию, то есть предзаполненное заявление будет у него уже отражаться в его личном кабинете. То есть он ждет информацию от налоговых органов и должен акцептовать данное заявление.
Изменились размер выплаты по больничному и порядок ее начисления. Максимальная выплата по больничному в этом году составляет 2572 рубля 60 копеек в день. Поскольку выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника, то на максимальное пособие могут рассчитывать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж больше 8 лет. При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет 60%. Минимальная же выплата по больничному в этом году составляет 456 рублей 66 копеек в день. Студентов медицинских вузов будут привлекать к работе на горячей линии 122. На оплату труда будет выделяться не менее 300 миллионов рублей ежемесячно. Данная мера является частью утвержденного Кабмином плана дополнительных мер борьбы с штаммом омикрон. Минздраву совместно с Минцифрой поручено направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи, имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения этого поручения – 24 января. Почти половину объемов заготовки бревен хвойных пород в Якутии дает Ленский район. Это 45%. По данному показателю он занимает первое место. Только в прошлом году в Ленском районе заготовили 132 тысячи плотных кубометров. Это 85,9% от установленного правительством республики задания. Темп роста составил почти 110%. Объем производства лесоматериалов по сравнению с 2020 годом увеличился на 17,9%. Самые крупные партии леса, это около 400 тысяч кубометров, были заготовлены во время реализации таких глобальных федеральных проектов, как строительство линии ЛЭП Чернышевский-Мирный-Ленск-Пилидуй и магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Ченда-Ленск. Мы, если хотим развивать наше, скажем, строительство, наши сельские поселения, соответственно, надо иметь свой дешевый строительный материал, значит, дешевую лесопродукцию. Поэтому в этом году, сейчас мы в ближайший первый квартал отработаем. Я думаю, что это будет настройка государственное казенное учреждение наше, или это будет типа в формате МУПа. Но предприятие наше по переработке лесом в этом году обязательно запустим. Это «Утро Якутии», 25 января на календаре. Сегодня в нашей стране отмечается День студента, или иначе его называют Татьянин день. Да, действительно, но, и, как говорится, век живи, век учись, а мы продолжаем знакомить вас с подводными камнями великого могучего русского языка. Ну и об очередном слове, с которым могут возникнуть небольшие трудности, мы расскажем вам в нашей рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами поговорим о русском глаголе, об этом царе русского предложения. Наверное, все со школы помнят, что русский глагол изменяется по лицам и числам. По глаголу можно определить время событий, которые описываются в предложении. А еще у русского глагола есть такая грамматическая категория, как возвратность. Возвратные глаголы – это такие глаголы, как, например, учиться, накраситься, причесаться. Обычно лингвисты называют возвратными глаголы такие глаголы, которые обозначают действие, возвращающееся на самого деятеля. Обычно мы не испытываем проблем с употреблением этих возвратных глаголов. Ни ударения, ни грамматические формы трудностей не вызывают. Но все-таки среди возвратных глаголов есть один, на который стоит обратить внимание. Это глагол «начался». Глагол «начался» в форме прошедшего времени имеет ударение как раз вот на этом возвратном суффиксе «ся». То есть правильно нужно говорить «урок начался». Давайте говорить грамотно. Всего доброго! Чего не сделаешь ради интересного контента. Популярные блогеры из США решили даже окунуться в прорубь в нашей республике. Впрочем, с погодой им более-менее повезло, потому что в эти дни довольно-таки теплая температура установилась для января. Ну а подробнее о том, как родилась такая экстремальная идея и для чего жителям Калифорнии понадобились все эти испытания, путешественники рассказали Анне Васильевой.
Блогер Дрюбинский побывал во всех 197 странах мира. В России он уже в 5-й раз, но в Якутии впервые. Его авторский YouTube-канал насчитывает более 3 миллионов подписчиков со всего мира. История о вдохновляющих людях, разных культурах и самых безумных приключениях. Таков контент его канала. Именно в погоне за острыми ощущениями он собрал единомышленников и поехал в самое холодное место на Земле, в Якутию. Теперь он ездит в более интересные такие места, в которых он еще не был, и про которые, я бы сказал, публика еще не очень знает. Вот. И он услышал про Якутию, он услышал про Якутск, вот, и решил сюда приехать и снять тут несколько историй, вот, побродить, вот, посмотреть, насколько тут холодно. Вот. И, по-моему, им тут очень нравится пока. Андрей Мисютин до 6 лет жил с родителями в Санкт-Петербурге. Потом семья переехала в США. Посетить родину согласился с радостью. С Дрюбинской это уже второй их совместный проект. Здесь, в России, Андрей не только оператор, но и переводчик. И иногда идейный вдохновитель. Что мне нужно сделать? Прыгай в снег и снова вернись в воду. Нет уж, спасибо, обойдусь. Аман Кандил родом из Египта, но тоже живет в Лос-Анджелесе. Опытный путешественник и один из создателей тревел-влога в YouTube. На их канале Yes Theory почти 7,5 миллионов подписчиков. Контент строится как раз на постоянном поиске экстремальных ситуаций и выходе из зоны комфорта. Мы хотим показывать именно такие места, в которых мало кто бывал. Например, Якутск, чтобы люди увидели, как сотни тысяч человек живут в самом холодном городе мира. Мы хотим рассказать об этом другим людям, чтобы они тоже выходили из зоны комфорта и посещали такие места. Интерес к якутским морозам не угасает. Свою ощутимую лепту вносят и саха-моржи. Именно их экстремальный опыт вдохновил двух независимых блогеров-миллионников объединиться в одну команду и вместе покорять холода. И хоть к этим путешественникам погода отнеслась благосклонно, и в воду ребята окунулись при минус 27 градусах, тем не менее они уже готовы вернуться в Якутию и именно в минус 50 мороза. Когда? В следующем году. Даже в минус 50? Да, хочу именно в минус 50. Анна Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Ну, молодцы ребята, да, то есть приехали так далеко. Единственное, что, по-моему, буквально на неделю, по-моему, опоздали. Было буквально вот недавно, да, под 45 градусов. Руслан, ну ты воспитанный на себе, по-моему, тоже, да, пытался окунуться? Ты Тогда окунулся было вообще в итоге? минус 50. Нет, мы там даже для съемок специально поставили палатку, в которой ждали, когда в 6 утра придут моржи. Ежедневно, кстати, наши якутские моржи в 6 утра на 203-м окунаются в эту прорубь. Это для них как бы обыденное. Но я в тот раз пообщался с ними, и то есть так резко как бы опускаться в холодную воду, ну, не рекомендуется. Не рекомендуется, да. Все-таки нужно, постепенно. да, закаляться, да, подготовить свой организм. Поэтому ни в коем случае тоже. Да. Ну, а не тренировать поступайте организм, да, можно не только как бы физически, но и умственно. Вы знаете, что чтение — это на самом деле очень хорошая комплексная разминка для мозга. Ну, а с точки зрения нейробиологии, чтение — это чрезвычайно сложный процесс. Причем независимо от того, что именно мы читаем. Ну, конечно же, лучше всего читать хорошие книги, например, те, что нам рекомендуют сотрудники Национальной библиотеки. Доброе утро! Сегодня я расскажу про книгу Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Эту книгу можно читать в любом возрасте, и она никогда не устаревает. Она написана в 1965 году, и я могу сказать, что сейчас, после новогодних праздников, самое время взять ее в руки. Потому что в этой книге, которую многие причисляли к фантастике, которую сначала считали юношеской литературой, сейчас понимают, что это уже классика советской фантастики и советской прозы в целом. В этой книге нам рассказывают о том, что такое труд, о том, почему важно заниматься любимым делом. Главный герой Александр Привалов попадает в закулисье советской, российской, вообще всей славянской магии, поступает на работу в НИИ ЧАО, научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. И книга замечательна многими моментами. Во-первых, здесь есть потрясающий юмор Аркадия и Бориса Стругацких, который никогда еще не был, так как в этой книге, показан искрометно, волшебно. Здесь есть своя атмосфера, и любой читатель может
взять книгу в руки, начать ее изучать, читать и погрузиться просто в диалоги, погрузиться в то, как здесь появились советские представления о магии, почему мы должны работать там, где нам интересно, весело, зачем нужно творчество в жизни. Обо всем об этом в этой книге вы увидите. У книги есть продолжение, «Сказка о тройке», тоже потрясающая повесть. И спустя полвека эта книга еще более актуальна. Да, какие-то вещи ушли, какие-то вещи уже не будут звучать так, как они звучали в 1965 году. Но вечные вещи, о которых писали братья Стругацкие, потрясающие писатели, вечные вещи, они остались. Каждый из нас должен вносить свой вклад в дело мира, в дело своей страны, и при этом работа должна нравиться. Если вам нравится ваша работа, то книга вам вдвойне зайдет. И, повторюсь, здесь мы увидим Советский институт магии, здесь мы увидим потрясающих фольклорных персонажей, довольно интересный стиль. И если вы не знакомились еще, не успели познакомиться с творчеством Аркадия и Бориса Стругацких, с этой книги можно начать. У нее низкий порог вхождения, то есть каждый может понять, о чем речь. Так что рекомендую книгу, любите жизнь, читайте книги. Период пандемии и от связанных с ней ограничительных мер особенно сейчас страдают люди пожилые, которые вынужденно оказались надолго закрыты от общения, посещения родных и близких, от поездок и так далее. Но и в обычное время не у всех людей в возрасте проблема социализации решается одинаково хорошо. О том, что нужно, чтобы пожилой возраст стал временем новых возможностей, а не одиночества и угасания, в сюжете Туяры Филипповой. What is your name? My name is Elena Georgievna. What is your surname? My surname is Akoneshnikova. How old are you? 83 years old. Учить английский не поздно и после 80 лет, считает Елена Оконешникова, ее внучка, артистка театра танца Василена Шарина. 10 детей и многочисленные внуки души не чают своей веселой бабушки. Много лет проработавшая дояркой в совхозе, она по-прежнему активна и жизнерадостна. В молодости любила читать скороговорки, танцевать осохой и сейчас сочиняет стихи и коллекционирует фигурки лошадей. А с недавних пор видеоролики с ее участием на инстаграм-странице внучки Василены стали особенно популярны и набирают десятки тысяч просмотров и лайков. А Евгения Федоровна Семенова, недавно ей исполнилось 90 лет, сама активно занимается блогерством. У нее уже более 11 тысяч подписчиков в Инстаграме. На своей странице подробно рассказывает о своей главной страсти, которая появилась только на пенсии – путешествиях. Желание главное, понимаешь, нет? Ведь вот если есть желание увидеть что-то, захотеть этого, а ведь многих у них нет желания. Вот у меня соседка, понимаешь, нет, рядом живет. Она сроду нигде не бывала. У нее сын живет в Краснодаре. А мы поехали в Сочи или в Геленджик, я ей говорю, давай поедем. Я говорю, ты хоть Игореша своего видишь. Она говорит, да ты что, зачем? Я деду оставлю? А я оставляю все и поехала. С помощью дочки и своих подписчиков она уже посетила десятки стран и регионов России, а в последнее время еще и участвует, также побеждает в различных тревел-конкурсах и выигрывает гранты. Своей энергией и жизнелюбием бабушка Женя заряжает не только людей своего возраста, но и молодых. Рюкзак на плечо и пошли. А вам так вообще до Магадана дойти, потом от Магадана, значит, до Лены. И вот вы узнаете свою даже республику, а ведь там столько красот. Понимаете, нет? Я даже до сих пор вот все эти места помню. А вам-то сам Бог велел. Вставайте с дивана и пошли. Вперед и с песней. 65-летнего Александра Маркова, жителя Жатая, еще одного героя нашего сюжета, предыдущие героини назвали бы юношей. И сам он к пожилым причислять себя не спешит. В душе я себя молодым считаю. 20 на 25. До 100 лет хочу прожить. Не пью, не курю. Живу и живу. Работаю и работаю. Дача недалеко от дома находится. На велосипеде езжу. Несмотря на то, что считает себя еще молодым, из-за роскошной седой бороды Александра в соцсетях так и прозвали «дедушка с бородой». Разные же бороды есть. У кого-то клочьями то, да сё, у остренника, а у меня, так сказать, хорошая. И у меня есть фотография маленькая, конечно, прадедушки моего. Это отец моего деда, кажется.
И вот он на фотографии с бородкой. Ну, конечно, она у него там небольшая, но с бородой. Газооператор котельной аэропорта благодаря своей бороде с некоторых пор приобрел очень востребованное занятие. Он фотомодель. Его приглашают для рекламных фотосессий крупные компании и магазины. Еще одно хобби Александра – дача. Южные корни, а родом он из Одессы, не дают ему спокойно отдыхать после работы. Как начинается дачный сезон, грядки и огород – его любимые места. Движение и активная жизнь – вот что поможет достичь ему столетнего возраста, считает Александр Марков. Всех героев нашего сюжета объединяет одно – любовь к жизни и окружающим. Психологи утверждают, что ощущение внутреннего возраста напрямую зависит от характера. Оптимисты дольше остаются молодыми и телом, и душой. И примеры наших героев тому подтверждение. Найти новые увлечения и не терять интереса к жизни, если тебе даже далеко за. Вот залог долгой и счастливой жизни. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. Да, какие все-таки у нас наши герои, все молодцы. Мы продолжаем говорить об активном долголетии. Более подробно об этом обсудим с нашей утренней гостьей, заведующей Центром активного долголетия Верой Никифоровой. Вера Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Вера Дмитриевна, скажите, что такое старость с точки зрения медицины и со скольки лет она начинается? Доброе утро. Но я начну с того, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 60 до 74 лет человек считается пожилым. Старческим называем возраст от 75 до 89 лет. А все, кто перешагнул порог 90 лет, они все являются долгожителями. Но добавлю, что сегодня возрастные границы сдвинулись. Если раньше после 60 лет человек считался старым, то сейчас это поздняя зрелость. И как утверждают члены Всемирной организации здравоохранения, старыми можно назвать пенсионеров только после 70 и 75 лет. Такова мировая тенденция, потому что повсеместно происходит увеличение срока жизни, продлевается молодость. Получается, что старость приходит только к 75 годам. Но, как отмечают эксперты, стремительно состариться можно и в 45 лет. Разницу между биологическим и календарным возрастом эксперты могут узнать несколькими способами. Ускоренным старением мы называем процесс, когда биологический возраст человека превышает календарный. Если же он оказался меньше, это признак будущего долголетия. Скажите, а нужно ли как-то вот готовиться Возможно к старости? ли вообще подготовиться к старости, да? И как это нужно правильно делать, если есть какие-то рекомендации? Безусловно, да, вот надо начинать с молодого возраста. Добавлю, что даже с детского возраста ребенку надо прививать активный образ жизни, чтобы это обошло как привычка, да, была. Подготовка к старости, она идет как бы три составляющих входит. Это здоровье первое, окружение и, конечно же, личная жизнь. Потому что все эти три составляющие старости играют колоссальную роль. Ну, например, вот здоровье, да, здоровье. Мы всю жизнь ходим, наблюдаемся по месту жительства в поликлинике, получаем какие-то практические прививки. Каждый человек с возрастом, у детей есть диспансеризация несовершеннолетних, потом с 18 лет начинается диспансеризация взрослого населения. То есть мы должны всегда находиться под наблюдением медицинских работников. Далее, если бы, пациенты, да, уже в молодом возрасте начинают болеть, да, возможно, это может быть и болезнь, депрессия, стрессы вот в такое время, да, они все могут тоже приводить к болезни. Но я скажу, что первоначально первопричиной является или депрессия, или вот болезнь, да, то есть на фоне болезни тоже можно, человек попадает в депрессию, да, или депрессия может вызвать болезнь. Врачи первопричины не назовут, но мы должны всегда дружить с медициной. Ну, помимо медицины, да, Вера Дмитриевна, что нужно еще предпринимать, чтобы оставаться активным даже вот в пожилом возрасте? Замедлить старение действительно помогает только здоровый образ жизни. Во-первых, это правильное питание.
регулярные и умеренные физические нагрузки. Также можно попробовать освоить новые занятия. Например, пойти на танцы, заняться изобразительным искусством, да, театральным искусством. Ну и, конечно же, не забывать о здоровье. Все расскажу, с возрастом у людей бывают какие-то хронические заболевания, да? Ну, бывают незаметные или такие вот заметные, которые мешают жить человеку. Если есть какие-то заболевания хронические, ну, даже возьмем простой гастрит, да? Хронический гастрит, хронический панкреатит, холецистит, мы должны состоять на учете по месту жительства и пройти ежегодно диспансеризацию по болезни. Если человек не болеет, то мы должны проходить всеобщую диспансеризацию населения. Даже если человек не болеет, должен обращаться в поликлинику по месту жительства. Добавлю, что должна быть еще мозговая активность. Да? Это упражнение для мозга. Например, заучивать стихи, поэму. Можно ежедневные навыки поменять. Ну, например, чистить зубы левой рукой, например, да, если он правша, начинает зубы чистить левой рукой. Головоломки, сканворды – это все для тренировки мозга. Ну и помогает изучению иностранных языков. Главное понять, что жизнь продолжается, и качество этой жизни может быть не хуже, чем у молодых людей. То есть жить в ногу со временем. Да, Вера Дмитриевна, ну вот сейчас много пожилых людей из-за сложной эпидобстановки находятся в изоляции. Как это сказывается на здоровье пожилых и как можно минимизировать негативные последствия пандемии? Ну, на этот вопрос я хочу начать с того, что есть две категории пожилых. Да? Есть пожилые, которые нуждаются в общении родных, близких и друзей. А другая категория, наоборот, они ценят в себе зону привычного комфорта, да, то есть без общений, побыть так в тишине, да, ни с кем не разговаривать и так далее. Ну, это как бы вторая категория людей. Самоизоляция – это необходимая мера для пожилых людей, которые находятся в группе риска, с другой стороны. Но я скажу, что требует большего внимания, поскольку это связано с особенностями жизненных ресурсов, большей уязвимостью и рисков, связанных со стрессами и депрессивными состояниями. Пожилым людям рекомендуется ограничить непосредственные контакты не только с посторонними людьми и соседями, но и с родственниками. Но нужно регулярно общаться с родственниками, да, знакомыми, медицинскими работниками. Надо быть, чтобы у человека пожилого был всегда телефон или другие каналы электронной связи. Желательно обговорить и спланировать дистанционное общение в определенные часы. Если у человека есть хроническое заболевание, да, требующее лечения, необходимо позаботиться, чтобы был регулярный прием необходимых лекарств. Нужно обеспечить своих пожилых родственников необходимыми препаратами и персональными средствами диагностики. Ну, например, тест-полоски при сахарном диабете, да, тест-полоски для глюкометра, аппарат для измерения артериального давления. Также нужно следить за доставку необходимых вещей, продуктов, лекарств. Лучше организовать до двери без непосредственного контакта. Необходимые вещи должны быть упакованы в целлофан или обработаны антисептиком. Ну и следить за питанием пожилого человека. Оно должно быть разнообразное. Нужно рекомендовать снизить калорийность пищи в связи с ограниченной физической нагрузкой. При этом нужно увеличить количество животного белка, чтобы помочь иммунитету, да? И желательно ограничить количество сладостей, мучных, соленых и консервированных продуктов. Добавлю, что нахождение на карантине, самоизоляции – это состояние стресса. Ну, у кого-то это тренирует, а у кого-то вызывает дискомфорт. Как и любой стресс, это состояние проходит несколько стадий. Удастся ли держать стресс под контролем или он серьезно снизит качество жизни, зависит от исходного состояния нервной системы, длительности изоляции, сопутствующих факторов заболеваний, которые при этом могут еще возникнуть тревожность и бессонница. Нужно регулярно проветривать помещение, выходить на балкон, не допускать, чтобы у пожилого человека возникла паника, да? И нужно ограничить просмотр новостных передач, негативных фильмов и больше общаться со своими пожилыми родственниками. И надо помнить, что пожилым людям всегда необходима поддержка и участие близких и родственников.
Вера Дмитриевна, расскажите нам коротко о Центре активного долголетия. Вот каким образом он именно помогает людям в возрасте? Центр активного долголетия открылся с осени 2020 года. Мы только вот начали работать. Включает в себе несколько отделений, в том числе и кабинет памяти, где выявляем нарушения памяти на ранней стадии. Да? Это вот диагностика возрастных заболеваний. Далее у нас есть отделение амбулаторной медицинской реабилитации, куда пожилое население тоже может обратиться, исходя из общего состояния, из каких хронических заболеваний. Индивидуально идет подбор медицинской реабилитации при любых заболеваниях. После ковид-инфекции, после любых заболеваний, да, после инсультов, инфарктов и так далее. Вера Дмитриевна, большое спасибо вам, особенно за те советы, которые вы сейчас дали в течение нашего интервью. Хотелось бы пожелать вам плодотворной работы и как можно большему количеству пожилых людей вы могли помочь. Да, и давайте все вести активный образ жизни, и пусть долголетие только продлевается. Вера Дмитриевна, спасибо вам еще раз за познавательный и развернутый разговор. Ну а далее мы собираемся ненадолго прерваться, после чего снова продолжим просыпаться. Те, кто все еще в своих кроватях, теплых постелях, да. Возможно. Вставайте, не ленитесь. Мы прервемся на небольшую паузу и оставайтесь с нами. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Медработники 13 арктических районов республики, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», могут воспользоваться программой субсидирования авиаперевозок с маршрутом до Якутска и обратно. При приобретении субсидируемых билетов необходимо предъявлять свидетельство о регистрации по месту пребывания в арктическом муниципальном районе и справку, подтверждающую факт работы участника программы в медорганизации. Такая поддержка направлена на обеспечение ценовой доступности. Отметим, что в систему сельского здравоохранения арктических районов привлечены порядка 120 медицинских работников. С 1 марта в России вступят в силу новые правила выдачи медицинских справок шоферской комиссии и медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием. Врачи, проводящие водительский осмотр, получат право выявлять подозреваемых в алкоголизме и употреблении наркотиков, а также тех, кто не имеет заболевания, несовместимые с вождением. Что касается медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием, то процедуру теперь будут проводить исключительно государственные или муниципальные медорганизации по месту жительства гражданина. Медиков теперь будет прежде всего интересовать психическое состояние человека и его отношение к алкоголю и наркотическим веществам. Новые правила предусматривают проведение внеочередного медосвидетельствования в случае выявления у владельца оружия заболеваний, при которых противопоказано владение оружием. С октября прошлого года несколько студентов выпускных курсов Алданского политехникума совмещают учебу и работу. Они трудоустроены в штаты крупных компаний с полной заработной платой. Эта информация прозвучала на публичном отчете деятельности техникума за 2021 год. Отчет проходил в режиме онлайн. В докладе директор Алексей Иванов подробно остановился на сотрудничестве политехникума с компаниями-партнерами в рамках кластерного взаимодействия. Студенты проходят на предприятиях практикум, а сотрудники направляются в техникум на подготовку и переподготовку. Партнеры оказывают образовательному учреждению методическую, консультационную и материальную поддержку. Сегодня техникум работает с 14 предприятиями. Это взаимодействие стало основой программы обучения студентов с заработной платой. И мы надеемся, что такая форма обучения ребят имеет место быть. Вот. И на данный момент, по крайней мере, анализируя октябрь, ноябрь, декабрь, там эта форма как бы определенно нравится. И у нас появляется еще ряд предприятий, которые готовы по итогам этого эксперимента рассмотреть все-таки положительно отрицательные стороны. 12 якутян выступят на 33-м международном турнире серии Гран-при по вольной борьбе «Иван Ерыгин» в Красноярске. На ковер выйдут Алексей Копылов, Петр Копылов, Уйгулан Иванов, Дюлустан Федотов, Федор Постников. Также на соревнованиях выступят Петр Константинов, Семен Владимиров, Виктор Рассадин, Тимур Николаев и Нюргун Сергин. Кроме того, в Ерыгинском турнире примут участие якутские легионеры, представляющие Белоруссию. Это Арьян Тютрин и Нюргун Скрябин. Команда борцов и тренеров вылетит
в Красноярск сегодня, 25 января. Отметим, на этом важнейшем старте сезона будут разыграны путевки на чемпионат Европы. К этому часу у меня пока все. Я с вами прощаюсь и отличного дня. Доброе утро. До перерыва мы говорили об активном долголетии, ну и продолжая тему здоровья, хотелось, мы выяснили, да, что нужно беречь себя с самых ранних лет, с молодости и заниматься активными видами физическими спорта, да, нагрузками. Но также нужно не забывать про дыхательную гимнастику, особенно в наши достаточно нелегкие дни, и о том, как можно, допустим, дыхательная гимнастика может вам помочь не только как профилактика против коронавирусной инфекции, но также для восстановления организма после перенесенной болезни. Наша зарядка далее. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз, ладошки раскрываются. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз опускаем плечи. Насос называется. И раз. Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. Ну а зимой, чтобы чувствовать себя хорошо и чувствовать себя здоровым, необходимо помогать своему организму. Некоторые прибегают к БАДам и витаминам, но тут очень важно выбрать правильные препараты, чтобы не навредить своему организму. Ну и, конечно, обязательно перед применением посоветоваться со специалистами. Биологически активные добавки выводятся из продуктов и растений, которые обладают неким фармакологическим эффектом и так или иначе влияют на наш организм. Самостоятельно же оценить, подойдет ли вам добавка, сложно. Во-первых, вы не можете сами интерпретировать результаты анализов. Во-вторых, можете не знать, как БАД взаимодействует с лекарствами, которые вы принимаете регулярно. Люди, которые самостоятельно начинают прием вот этих добавок, они зачастую не знают, на что это может подействовать. Они покупают для одного, они думают, что поможет для суставов, а оно, оказывается, очень плохо действует на почки. То есть, допустим, вот эти моменты им должен разъяснять специалист. Добавки должны быть обязательно зарегистрированы и одобрены Роспотребнадзором. При покупке следует внимательно читать состав. Особенно, как говорят специалисты, не стоит доверять БАДам из стран Азии. Во-первых, мы не знаем, что это за состав, потому что мы просто не умеем читать по-тайски, по-китайски. Пользоваться переводчиком в этом случае не помогает, потому что я сама пробовала, я читала эти составы. Понять, что там, невозможно. Поэтому для вашего здоровья
необходимо пользоваться только теми веществами, которые прошли международный контроль. Прошедший год показал, что люди осознанно стали задумываться о своем здоровье, стали чаще заниматься профилактикой, ведь это лучше, чем лечение. По рекомендации врачей я принимаю железо, пью витамин D, потому что у нас в наших северных условиях очень мало солнца, и поэтому он нам необходим для наших волос, для ногтей и вообще, в принципе, для здоровья. Спортивные добавки я не принимаю. В отличие от БАДов, витамины должны ежедневно поступать в наш организм. В основном они содержатся в пище, фруктах, овощах, мясе, рыбе разных сортов и зелени. Для примера, в Японии витамины принимают 90 человек. У них программа витаминизации давно идет. В России у нас до пандемии принималось всего 5%. Почему они вообще стали такие популярны? Потому что, к сожалению, наша пища сейчас очень бедна, очень много рафинированных продуктов. А наш регион, помимо того, что продукты все завозятся, не хватает также и овощей, и фруктов качественных, хороших, как, например, на юге. Поэтому у нас выход очень хороший, мы можем принимать качественные витамины. Самое главное разобраться, какие, выбрать лучшие. То есть, если мы, например, приводим автомобиль, то, конечно, все, если предложим «Жигули» или «Москвич» и какую-то иномарку, естественно, человек выберет иномарку. Вот в витаминах то же самое. Надо выбрать хорошую иномарку. Стоит помнить, что и у витаминов и минералов имеются свои нормы потребления. А что касается дополнительных витаминов и биологически активных добавок, ориентируйтесь на собственное самочувствие, обратитесь к специалисту и вовремя проходите обследование организма. Ну а жительница Риги Яна Воронова на протяжении 12 лет коллекционировала различные игрушки и атрибуты жизни советского периода. Женщина открыла первый в Латвии музей «Наше детство», где собрала тысячи различных экспонатов. По словам Вороновой, на коллекционирование ее вдохновил сын. Когда женщина покупала ему игрушки, то начала вспоминать о развлечениях своего детства. Воронова продолжила искать и собирать старые игрушки и вскоре создала у себя дома небольшой уголок, посвященный хобби. Гости и знакомые женщины были очень впечатлены ее находкам, а их реакция вдохновила коллекционера на создание целого музея. Помимо игрушек, в экспозиции музея также представлены различные мыльные принадлежности, бижутерия, одежда, елочные игрушки и многое-многое другое. Таким образом, коллекция нашего детства насчитывает тысячи экземпляров. Я всегда знала, что будет музей. То есть я верила, это была моя мечта, это даже не мечта, а цель, потому что она осуществилась. И последний, наверное, год игрушки какие-то люди вот приносят, видят, что немного, но что-то дарят музею, потому что это их память, они уезжают, например, за границу, или выбросить они это не могут, это их детство. Поэтому я даю им второй шанс, вторую жизнь. А пенсионеры из города Артема превратили двор частного дома в сказочное место. Семейная пара Валентины и Алексея Кривовых построили на участке миниатюрные копии собора и крепости. По словам Алексея, идея создания самодельных построек возникла у жены. Мужчина поддержал супругу, и пара вместе начала работать над дизайн-проектом. Прообразом для миниатюрной копии выступил собор Василия Блаженного, который Валентина увидела на открытке. Но затем фантазия и творческий порыв взяли вверх над точными чертежами, поэтому у супругов получился оригинальный проект храма и крепости, украшенный мозаикой с лебедями. Реализация идеи заняла 19 лет. Теперь сказочные постройки – это центр притяжения туристов в город. Ну а на этом, дорогие друзья, мы желаем вам замечательного, бодрого дня. Будьте с нами завтра в это же время на канале Якутия-24 НВК Саха. Мы вместе с Катериной Винокуровой будем вас радовать интересными новостями. Ну и, конечно же, по прошествии этого часа хочется сказать, берегите свое здоровье, занимайтесь активными видами спорта, делайте дыхательную гимнастику, делайте зарядку по утрам обязательно, вдохновляйтесь и вдохновляйте друг друга.